Очки! Один человек из Соединенных Штатов привез мне очки. Я когда их достал, думаю, вау! И Микки Маус тут есть, и Рэй-Бан на них написано. Они и черные, и красные. И думаю, однажды я все равно буду в них проповедовать. И сегодня это случится. Сейчас вы поймете, почему. Сейчас вы поймете, почему. Первое место Писания, с которого мы начинаем. Евангелие от Марка, 10 глава. Вы сейчас все поймете, почему очки сегодня будут в тему. Они пришли в Иерихон. Кто они? 12 учеников и Иисус Христос. Давайте мы сегодня увидим, не просто представим, а увидим, как это происходило. Айбек, ты будешь у нас с Иисусом Христом сегодня. Потому что Иисус был азиат. Пойдем. Иисус был азиат. Для всех тех, которые думают, что Иисус был русский, это неправда, это фейк из 1 века. Иисус был азиат. Евреи – азиаты. Евреи, ребят, кто может подтвердить, что Израиль находится в Азии? Это Азия, это Азия, это Азия. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Но это было так. Азиаты разные. Да что такое, я буду доказывать, что ли? Мы просто покажем сегодня. Иисус у нас есть. Написано, они пришли в Иерихон, не он пришел в Иерихон, они. Хорошо, хорошо, хорошо. Сами догадайтесь, кто будет Вартимей. Теперь-то все понятно. Они пришли в Иерихон. Позже, давайте, чтобы я мог читать, когда Иисус выходил из города вместе с учениками и большой толпой, у дороги сидел слепой нищий. Смотрите, друзья, что от меня нужно? Я сижу у дороги, а вы идете. Вы показываете, вы просто определитесь, что вы идете. Айба, вы идете. Да, вот ты с ними. А я сижу. Куда вы идете? В ту сторону, что ли? Мы снимаем ту сторону? В ту сторону, да, идете? Хорошо. Хорошо. Ребятушки, дорогие, это то, что было 2000 лет назад. Мы просто вам показываем, чтобы каждый из вас вы увидели, кто такие верующие, как они взаимодействовали. Итак, я Вартимей, сижу у дороги. Библия говорит, у дороги сидел слепой, нищий Вартимей. Я вот слепой, нищий Вартимей. Все, что я умею, подайте, Алина. Все, что я умею, подайте, пожалуйста. Все, что я умею. И там написано, что услышав, что мимо проходит. Вы идете, ребят, куда вы? Вы идете, вот, это ваша сегодняшняя ответственность. Вы идете все это время. Услышав, что мимо проходит Иисус из Назарета, он стал кричать: «Иисус, сын Давида!» Там написано, он стал кричать. Вау! Ребята, я хочу, чтобы у нас сломался наш религиозный мозг, потому что многие из нас, мы думаем, что с Иисусом надо общаться так. О, милый Боже, милый Боже, помилуй меня, милый Боже. Там написано, он орал. Вартимей кричал еще громче. Почему? Потому что вот эти ребята затыкали его. Дань, ты затыкаешь меня. Замолчите. Молчи, вот так, молчи, говорите, молчи. А я ору: Иисус, сын Давида, помилуй меня. Вы говорите: молчи. Ребят, там написано, что он продолжал еще громче орать. Он говорил: кач, сын Давида, жалься надо мной. Иисус остановился. И велел позвать его. Нет, не так. Велел позвать его. Кого-нибудь пошли, скажи, зовет тебя. Ибра. Зовет тебя. Вставай, зовет тебя. Ты. Давай. Я слепой, я ничего не вижу. Наконец-то, слава Богу! Аллилуйя! И там что написано? Иисус начинает задавать ему вопросы. Дальше, следующий стих. Там написано: что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Я хочу Теслу. Нет, неправильный ответ. Я хочу дом, я же нищий, у меня нет дома.
Неправильный ответ. Я жену хочу. Неправильный ответ. Этот человек очень четко знал, почему он там сидит и что ему нужно от Иисуса. Друзья, когда мы с вами говорим о целях, вот он, Вартимей. Это человек, который понимал, Иисус мой ответ. Скажи, Иисус мой ответ. Чтобы лучше видеть. Иисус мой ответ. Скажи это своему соседу. Иисус твой ответ. Иисус твой ответ, сестра. Иисус твой ответ, брат. И он понимал, он сидел там, и он понимал, надежды нет на этот мир, надежды нет на медиков, надежды нет на то, что он когда-то соберет необходимое количество денег и поедет в Южную Корею делать глаза себе. Он понимал, что сегодня ему может помочь только Иисус. Ребята, церковь живая, это та, которая говорит только Иисус. Only Jesus. Only Jesus. Только Иисус. Только Иисус может помочь мне в моей жизни. Только Иисус может помочь тебе в твоей жизни. У тебя сегодня нужда есть, и это неплохо. И это неплохо, значит, ты живой. Потому что пока ты живешь, у тебя постоянно будут какие-то нужды. Пока ты живой, у тебя будет постоянно что-то не срастаться и что-то идти не туда. Пока ты живой, вокруг тебя, у нас есть подруга Вартимея, пойдем поможешь. Сияние славы. Это очень удивительно. Иисус остановился, подозвал его, и он спросил, чего ты хочешь. И он четко знал, что он хочет. Он не перебирал в своей голове миллион разных целей, планов. Он не перебирал в голове миллион разных нужд. Все, что он кричал ему, он говорит, учитель, я хочу видеть. И Иисус ему сказал, иди, твоя вера исцелила тебя. Слепой сразу же обрел зрение и пошел по дороге за Иисусом. И давайте вместе все пошли. И пошел по дороге за Иисусом, выкинул свои очки, выбросил свои очки. Иисус впереди, но с ним вот эта большая толпа. Спасибо вам большое, друзья. Знаете, сегодня мы недооцениваем простых героев веры, про которых говорит Писание. Сегодня мы думаем, герой веры – это какой-то невероятный человек. Например, Лестер Самрал, который в 110 странах побывал. Например, это какие-то там ребята, которые сегодня бесов выгоняют, больных исцеляют, невероятные в своей силе люди. Но сегодня люди, которые по-настоящему двигаются в вере, это простые люди. Такие же, как в первом веке слепой Вартимей, женщина 12 лет, страдавшая кровотечением. Кто вам приходит на ум? Когда вы встречаете вот этих персонажей в Новом Завете, кто вам приходит? О ком вы вспоминаете? Простые люди. Какой-то мужчина, у которого ребенок умер, говорит, пойди, там моя дочка умерла. Какой-то мужчина из армии, который говорит, у меня там слуга умирает, тоже приди. Это были неизвестные люди, такие, как ты и я. Но это были люди, которые понимали только Иисус. Что Иисус – это ответ, Иисус – это возможность, Иисус – это сегодня тот самый ответ на все мои нужды, проблемы, это ответ на мои цели, на мои страстные желания, которые Он же самый вкладывает внутрь моего сердца. Здесь я хочу, чтобы мы научились нескольким вещам у Вартимея. Во-первых, Вартимей не молчал, и не молчи ты. Вартимей не молчал, и не молчи ты. Скажи, Ибраим, не молчи. Ибраим, не молчи. Джамиличешка, не молчи, не молчите, друзья. Когда у нас есть проблемы, нам не надо искать маленький уголок, где мы пошепчем Богу о нашей проблеме. Когда ты читаешь Библию, вся Библия сплошь и рядом, она рассказывает о разных героях веры, которые вопили к небесам. Если ты сегодня, например, страстно желаешь избавиться, к примеру, от своего наследия, от нищеты, просто от пьянства, в конце концов, от порнографии, ты устал уже от этого. Не говори так, Бог, ну помоги мне, пожалуйста. Иди в горы, иди в лес, иди туда, где на тебя люди не будут смотреть, не будут обращать внимания. И вопи, и кричи, и говори, Бог, я нуждаюсь в тебе, я хочу перемен. Знаете, что такое вот двигаться в целях, что такое жить верой? Первое, что это человек, который знает, куда он двигается, знает, куда он идет, и он вопит к Богу об этом. Вопи к Богу о своих детях, вопи к Богу о своей жене, вопи к Богу за свои, за прорыв в финансах, вопи к Богу за свое исцеление, за свое здоровье, вопи, открывай свои уста. Слава Богу, у нас достаточно места, где мы можем сегодня вопить к небесам.
Я научился вопить в небеса шепотом. Однажды, когда я понял, что вся моя жизнь – это одно беспросветное поражение, я берусь за какие-то вещи, уже будучи верующим, я берусь за какие-то служения, я берусь за какие-то дела, я их не достигал, я не знал, что мне делать, я не понимал, что необходимо, чтобы происходил прорыв. И каждый раз мне дьявол приходил и говорил: у тебя не получится, ты беспонтовый, ты слишком недостойный для того, чтобы иметь прорыв. Я с ним соглашался первое время. И однажды мне Бог сказал: вопи к небесам, вопи, делай это каждый день. Знаете, что я делал? Я просто приходил домой вечером, после работы, после служений, после каких-то дел своих, засыпала моя семья и просыпалась вопящая орда. Знаете, как я вопил? Так как у нас был маленький дом, каждый в своей спаленке спал, там жена, там еще кто-то, бабушка, там ребеночек. То есть в каждой комнате кто-то спал. Я не мог просто орать, потому что я понимал, я разбужу этих драгоценных моему сердцу людей. Я ходил по комнате, я вопил: шапа-да-ба-ба! Я вопил шепотом. Но мое сердце орало к небесам. Мое сердце было сердцем Вартимея, которое орало: Иисус, Сын Давидов, помилуй меня, коснись меня, исцели меня. Я орал о пробуждении в моей духовной жизни. Я орал о пробуждении в моих финансах. Я орал о пробуждении в моих взаимоотношениях с женой. Что такое двигаться по вере? Это когда ты готов сегодня орать к небесам, вопить к небесам и быть человеком, который сегодня понимает, что ему надо от Бога. Знаете, это так важно, когда мы ставим цели сегодня. Если кого-то спросить: какая у тебя цель, к примеру, в той сфере или в этой сфере, если человек сразу не может объяснить, сразу не может сказать, какая у него там цель, можно сказать, там цели и нет. Потому что, когда его спросили: какая у тебя цель, брат, что ты хочешь от Иисуса? Пришли эти ребятки, взяли его за руки, потянули его к Иисусу. Иисус спрашивает: чего ты хочешь? Он ни грамма не сомневался, что ему надо. Он ни грамма не сомневался в голове своей. И он ни грамма не позволял дьяволу сказать: ну, Иисус может дать тебе хорошую жену, ты, будучи слепым, там, глухую получишь. Иисус может тебе там через соцобеспечение посодействовать, тебе комнату в общаге выдадут, там еще как-то. Он влиятельный мужчина. Знаете, иногда дьявол, он принижает силу Иисуса, но исцелить навряд ли. Навряд ли, братан, ты так-то уж сильно не горячись со Христом, со своим. Но этот человек понимал: God is able. Бог может, Бог способен, Бог тот, который больше, чем все мои человеческие возможности. Друзья, я хочу, чтобы мы стали сегодня церковью, которая четко понимает, что мы хотим. Например, что ты хочешь в своей семье, и ты четко понимаешь. Если тебя ночью разбудить, спросить: какая у тебя цель в семье, и ты четко знаешь, за что ты молишься, о чем ты постишься, о чем взывает твое сердце. Когда дело касается, например, помните 4 вопроса: где мне жить, с кем мне жить, чем мне заниматься профессионально и чем мне заниматься в служении. Это все цели. Это цели, которые ты получил с неба от Бога. И эти цели должны приобрести какую-то конкретную форму. И ты конкретно взываешь к небесам о конкретных вещах, не просто абстрактно: Бог, хочу быть богатым человеком. Знаете, сегодня мы все богатые люди, например, по сравнению с людьми из 1 века. Почему? Потому что мы едим невероятную еду. Например, для ребят из 1 века KFC. Вау! Ты ешь KFC, и у них мозг сразу лопнет от этого. Когда ты ему говоришь: я ванну принимал, они будут думать: ты царь, что ли? Ты лежал в горячей ванне. В нашей системе ценностей это только цари могли себе позволить. Я сегодня на колеснице под названием Яндекс.Такси сюда приехал. Вау! Люди из прошлого будут завидовать тебе, потому что мы сегодня живем гораздо богаче, чем большинство царей из прошлого. Поэтому ты уже богатый. О чем ты молишься сегодня? Какая твоя конкретная цель? В чем ты хочешь быть богатым? В какой валюте это исчисляется? Евро. Друзья, знаете, несколько уроков. Первое, что верующий человек в Иисуса Христа, он вопит к Нему. Второе, у него есть четкая, конкретная цель, которую он для себя обозначил. Он не просто абстрактно хочет хорошей жизни. Он не просто абстрактно говорит: хочу, чтобы как-то у меня улучшились отношения с женой. Конкретно, что ты хочешь? Какие изменения хочешь ты?
о чем твое сердце сегодня горит, к чему ты сегодня двигаешься. Ребят, вот здесь у Вартимея мы можем учиться, что мы можем быть слепыми, глухими, у нас могут быть большущие проблемы, но эти проблемы Бог способен решить. Это первое. Второе, ты вопишь. Третье, ты говоришь конкретно перед Богом. Говоришь конкретно перед Богом. Что ты хочешь? Мне очень нравится история разных людей, которые рассказывали о своей молитвенной жизни, как они молились и говорили: Бог, я хочу, чтобы ты дал мне автомобиль. И этим людям приходили другие люди, говорили: я хочу тебя благословить машиной, Жигули. И человек говорил: не, я не хочу Жигули. Но ты же просил машину, эта машина тоже. Или как некоторые люди, они говорят: я молился о машине, ко мне пришли ребята и на день рождения подарили машину. Правда, too small. Слишком маленькая, чтобы на ней кататься. Но машина. Знаете, есть вещи, в которых мы должны научиться быть очень конкретными, очень понятными и для нашего Бога в том числе. Первые две молитвы мои, которыми я молился, и сегодня до сих пор для многих людей это актуальные молитвы. Первая молитва, которой я стал молиться, когда я пришел только к Иисусу Христу, так как я был уклонист от армии, я говорил: Бог, я хочу, чтобы вопрос с армией был решен. Сегодня вообще это актуальная тема. Я просто говорил: Бог, хочу получить от Тебя военный билет. Хочу, чтобы у меня вопрос с военкоматом был решен. А знаете, как я до этого решал этот вопрос? Я просто игнорил все повестки. Повестки приходили, я в глазок смотрел: ага, это те самые люди, которые повестки разносят. Не открываем этим людям. И я просто игнорил военкомат. И в один прекрасный момент, когда я стал молиться этой молитвой, я стал говорить: Бог, в моей жизни есть вопрос нерешенный, в котором я хочу, чтобы Ты мне помог. Я стал молиться о том, чтобы мне получить военный билет. От Бога пришел ответ. Знаете какой? Точно так же, как и здесь. Иисус говорит: ну-ка иди сюда, что ты хочешь? Хочу вот это. Многие из нас, мы думаем, когда я скажу: Бог, я хочу военный билет, мы думаем, что военный билет с неба рухнет. Я точно так же сначала думал, но потом я общался с некоторыми верующими, и они сказали: ты красавчик, правильной молитвой молишься, но неправильно себя ведешь. Я говорю: в смысле? Ты должен пойти теперь в военкомат, попросить у них прощения, покаяться за то, что ты игнорил все это время, и просто сказать, что ты верующий, ты хочешь пойти на альтернативную службу. Какой-то человек, я уже даже не помню, кто это был. Сначала мне это показалось диким, думаю, с какой стати я буду перед ними каяться. Вот я прям представляю, прихожу, сидит военком, и я ему говорю: извините, пожалуйста, это я тот самый, который скрывался. Но именно так я и сделал. Знаете, как это было? Я прихожу в военкомат, смотрю надпись: военком такого-то района, я тук-тук, заходите. Я захожу, там, там ты хоть и шел по-другому, но как-то это... С этими ребятами по-другому не получается. Он говорит: что надо? Я уклонист. Я все это время прятался от армии. Вы мне присылали повестки, я прятался. Сегодня я хочу попросить прощения. Этот человек аж привстал из-за стола. В смысле? Знаете, это надо было видеть, как сейчас я помню, фамилия у него была Дейч, у него руки не было. И он такой привстал из-за стола, говорит: что с тобой, парень? Я говорю: я стал верующим, Иисус меня спас, и я хочу, чтобы с этого самого момента у меня вопрос с армией решился. Он говорит: как ты хочешь, чтобы вопрос решился? Я говорю: я в армию не хочу идти. Он говорит: для таких, как ты, у нас есть специальный закон. Для верующих есть возможность попасть на альтернативную службу. И он мне все, сам военком от начала и до конца объяснил, что мне нужно делать. Знаете, когда... мы сегодня говорим пред Богом, что мы хотим, когда у нас есть четкая, понятная цель для нас самих и для самого Бога. Бог сегодня будет приходить ответами для того, чтобы благословить нас и для того, чтобы сделать сверхъестественное. Я вам покажу сегодня 7 слайдов. Это 7 истин, которыми пользуются сегодня коучеры, которые объясняют о том, что такое цель. Но знаете что? Эти коучеры стырили все из Библии.
Потому что когда ты откроешь слово «цель», апостол Павел имел цели. Первые церкви имели цели. Божьи делатели имели цели. Иисус Христос имел цель. Это люди, которые проповедовали о целях. И все эти коучеры, они имеют на самом деле христианский бэкграунд, и они стырили оттуда откровение о цели. Поэтому тебе и мне прежде принадлежит откровение о цели. Слышишь? Четко определить цель. И здесь есть место Писания. Я вам доказываю, что это из Библии. Глупый сидит сложа руки и слабеет от голода. Лучше одна горсть с покоем, чем две горсти с трудом и погоней за ветром. Здесь есть такое понятие погоня за ветром. Это когда ты хочешь всего и ничего конкретно. Когда у тебя непонятная горсть, ты до сих пор для себя не решил, какую горсть ты хочешь получить от Бога. Четко определи свою цель. Вот у тебя 4 сферы, минимум твоей жизни. Где жить, с кем жить. Может быть, уже с кем-то живешь, но как-то что-то надо поменять. Чем заниматься профессионально? Четко определи для себя. Сразу дай понять себе и Богу, что, например, таксовать это не моя схема. Не моя эта схема. Ладно, я готов потаксовать месяц-два, пока переходный период. Но это не мое призвание. Есть люди, знаете, вот они просто, я в аэропорт Манас прилетаю, и некоторых я там уже вижу 20 лет. Такси, братан. У меня уже такое чувство, что это мой родственник меня встречает. Каждый раз, когда я прилетаю в наш аэропорт, я всегда вижу этого человека. И он меня, братан, наверное, не просто так называет, он тоже чувствует себя моим родственником. Потому что столько раз он меня видел на протяжении лет. Это их тема, знаете, это люди, которые как рыба в воде, вот в этом, в чем они варятся. Реши для себя, что тебе нравится. Музыкант, двигайся тогда в музыке. Переводчик, будь лучшим, так, непонятно, да? Кто ты? Учитель. Сколько слухов. Реши для себя, кто ты. И двигайся в этом. И двигайся вместе с Богом. Ставь конкретные цели. Двигайся, куда ты хочешь развиваться. Есть куча вещей, куда мы можем расти. Мы можем стать лучшими в своем деле. Мы можем масштабироваться. То есть мы можем умножать то, что мы делаем в других местах, в других районах, в других регионах. Вторая истина. Запиши эту ясную цель для себя. Что ты хочешь в своей семье? Что ты хочешь в своих финансах? Что ты хочешь, к примеру, о своем здоровье? Какие у тебя цели? Мудрый ясно видит, куда идет, а глупый блуждает во тьме. Ясно видеть – это четко понимать, что я хочу достигать, куда я хочу прийти в конечном итоге. Третья вещь – поставить срок достижения. Но это такой моментик, скажем так, может быть плавающий достаточно, да. Потому что есть вещи, которые не в нашей силе, не в нашей руке. Но важно какой-то этот дедлайн, модное слово, иметь. Что ты хочешь в 23 году? Куда ты двигаешься в 23 году? И это сразу к этому же. Увидь весь список того, что нужно сделать для достижения цели. И организуй из этого списка план по приоритетности. К примеру, у меня есть семья. Я хочу, чтобы мои отношения с моей женой куда-то двигались в хорошем направлении. И я начинаю молиться и говорить: 23 год, Господь, я хочу, чтобы мы были ближе, чтобы мы были более любящими супругами. Хочу, чтобы мы еще больше наслаждались тем временем, которое мы проводим вместе. И ты начинаешь для себя ставить какие-то цели. Ты начинаешь понимать, что тебе необходимо для того, чтобы вот эта вот глобальная цель достигалась. Ты понимаешь, вместе проводить время, во-первых, это с ней нельзя вот в эту игру играть. Она говорит: я тебе сейчас расскажу. Во-первых, ты начинаешь понимать, было бы неплохо вместе как минимум хотя бы молиться. Семья, которая молится, это семья, которая уже победила. Потому что большинство семей сегодня вообще не молятся, они не проводят вместе духовно свое время. Потом вместе, к примеру, ты вместе с этим человеком едешь куда-то и проводишь с ней время наедине, вне людей, которые забивают твое пространство, твой эфир. Денег нет, это вторая уже цель будет. Следующая цель. За деньги молиться. Цветы, подарки. Сейчас это сложно все будет, сейчас не по-детски нагрузит, цветы и подарки. Уже боишься. Но ты, понимаете, друзья, вот здесь ты начинаешь какие-то вещи для себя переосмысливать, ты начинаешь какие-то вещи пересматривать, ты начинаешь понимать, что нужно поменять. Ты начинаешь понимать... Да хватит, остановись, пожалуйста. Она уже на кольце с бриллиантом, ребят. Те, кто не слышит ее, я просто не знаю, где она остановится.
Знаете, вот это все, оно заставляет нас, к примеру, у тебя сложные отношения с матерью, у тебя сложные отношения с женой, у тебя сложные отношения с детьми, и ты для себя ставишь какие-то цели, что-то поменять. Легко, как многие люди этого мира, легко себя так вести. Проблема в ней, пусть она сама что-то делает. Нет, ребят, у меня есть проблема, это моя проблема. В моей жизни это проблема с женой, к примеру, или с детьми. И я для себя понимаю, что эту проблему могу я решить. Я ставлю цели какие-то конкретные, что я буду делать, куда я буду двигаться, каким образом я буду двигаться. Это в любой сфере, в любой сфере. Я помню, когда я начал, я таксистом был. Вот самый простой пример, наверное. Это было такое тяжелое время в нашей жизни. Мы были миссионеры в Караколе. И первый год мы вообще там выживали еле-еле в этом городе. Потом я стал молиться и говорить: Бог, ну это же неправильно, что я живу в нужде в бесконечной. У меня нет достаточно средств, чтобы обеспечивать свою семью. Я сказал, я буду поститься 3 дня. Это была моя цель. Я хотел увидеть от Бога, что мне делать с финансами. Я стал поститься. И даже мне не надо было 3 дня поститься, в первый же день я понял, что мне делать. Бог мне сказал: берешь машину и едешь, и вот между этими 2 городами, Бишкек и Каракол, ты будешь зарабатывать достаточно денег. Знаете, первый раз я поехал, и я заработал, как я сейчас помню, 400 сомов. В то время это было где-то $30. $30 я заработал. Многие люди в нашем городе, я это заработал за сутки, многие люди в нашем городе работали ровно месяц, чтобы заработать эти 400 сомов, $30. И я приехал домой, глаза горят, я говорю: прикинь, сколько я денег заработал, там жене рассказываю, и мне так казалось, это вообще что-то невероятное. Но потом со временем я стал понимать, я слушал, что оказывается есть таксисты, которые гораздо больше зарабатывают. Они благодаря тому, что у них машины продвинутые, благодаря сервису, благодаря тому, всему, 3-му, 10-му, они гораздо больше зарабатывают. Я стал ставить цель. Я стал говорить: Бог, я с каждой поездки хочу уже по 500 зарабатывать сомов. И я стал молиться, что мне делать. Потом я стал двигаться в этом направлении. 500, 600, 700, 800. В конечном итоге дошло, что за сутки я мог зарабатывать $100 в нашей нуждающейся стране, когда $100 это была большая зарплата людей за целый месяц. И однажды, я помню, я заработал первые $400, в течение где-то месяца я работал, я заработал $400. У меня раньше жена очень, как говорят, на изи зарабатывала эти $400, и я пришел такой, говорю: прикинь, теперь я тоже спокойно зарабатываю $400. В то время это были баснословные деньги. Это казалось вообще верх чего-то невероятного, но я к этому двигался, я ставил цели, я что-то менял, я для себя принимал какие-то откровения. Знаете, мне очень нравилась такая история. Я молился и говорил: Бог, пожалуйста, я сейчас поеду на автовокзал, ты пришли мне клиентов, но не таких, которые там придут и будут мучить меня своими какими-то запросами, а таких хороших клиентов, которые дадут кучу денег и за счастье поедут со мной. И я помню, я приезжал на автовокзал, помолившись, я понимал, надо ехать. Я приезжал, там очередь. И пока вот эти 5 перед тобой не уедут, ты не можешь никуда уехать. И я такой приезжаю, мне эти мужики говорят: что ты приехал? Очередь чуть ли не на 2 суток расписана, можешь через 2 дня приезжать. Я говорю: я молился, Бог мне сказал, что все будет хорошо, сегодня я уеду. И они такие: посмотрим. И я стоял, как все таксисты. Вот эти брелочки, знаете, такие. И приходят какие-нибудь иностранцы, такие, непонятно, откуда они берутся, непонятно, куда они едут. И такие, они лопочат на всех языках мира, кроме понятных для нас языков. И у нас же таксисты как? Они сразу: увидели кошелек денег в этом иностранце, и бегут за руки и цепляют. Они боятся всего. И я такой: hi guys. И все, я для них спасительный круг. 2 слова меняют все сразу вокруг. И они такие: кто вы такой? Я говорю: я таксист такой же. Я вас отвезу, куда вы хотите. А мы туда хотим. Я говорю, и они спрашивают: сколько будет стоить? И ты так смело в 2-3 раза больше цену называешь. Но они ни разу не сказали, что для них это very expensive. Very expensive. Они говорят: о, let's go.
Друзья, знаете, вот это все называется, ты в сотрудничестве с Богом, ты ставишь цели, ты куда-то стремишься. Я на простых элементарных примерах рассказываю сейчас. У каждого из нас, как нам кажется, своя какая-то особенная жизнь. Но эта особенная жизнь, это то самое место, куда Иисус хочет проникнуть и вместе с тобой порешать эти вопросы. У тебя особенные проблемы, у Иисуса есть особенный ответ. У тебя особенные нужды, у Иисуса есть особенный ответ. У тебя сегодня особенная трудность, в эту особенную трудность у Иисуса есть особенное утешение для тебя. У тебя есть особенная цель, у Иисуса есть особенный путь для того, чтобы с этим путем ты мог прийти и достичь свою цель. Давайте шестой, седьмой. Немедленно приступай к действию. Это запускает процесс достижения цели. Немедленно приступай к действию. К примеру, у тебя вот просто, многие из нас, мы же такие, на 1 января ты взвесился, смотришь там, ё-мо, 2 Дениса на весах стоят. Смотришь, и знаешь, и слезы сами брызгают прямо на эти цифры. И ты смотришь на эти весы и думаешь, что мне делать, Господи? И я тебе могу сказать вместо Господа, прекрати пить Кока-Колу с сегодняшнего дня. Прямо сейчас, немедленно приступай к действию. Но Кока-Кола, но картошка фри, френч фрайс, потейтос. Вообще в любой форме. Прямо сейчас начинай действовать. Прямо сейчас начинай что-то делать. Мы же многие такие, мы на собрание придем, от Бога что-то получим. Вау, я понял, надо больше молиться, надо поститься 3 дня уже в конце концов. Наступает пятница, суббота, воскресенье, дьявол говорит, братанчик, сегодня мама твоя приготовит тебе там салат, сегодня у вас какой-то особенный день, особенный праздник. И вот в лице мамы или в лице непонятно чего дьявол тебя искушает, лишь бы ты не начал прямо сейчас приступать к действию. Приступай к действию. У тебя проблемы есть. Прямо сейчас начинай эти проблемы решать. Тебе надо вес скидывать. Прямо сейчас что-то делай со своим питанием. Тебе надо в зал ходить. Прямо сейчас иди и занимайся. Мне просто не надо, Алина, ты не смейся. Я и так хорош с собой. Это некоторые есть у нас жирные, да? Которым... Ой! Да он знает, про кого я. Он на самом деле... Просто как атлет сложен, это я ему завидую, наверное, да? Каждый день делай что-то, чтобы продвигаться к своей цели. Каждый день. Друзья, знаете, для чего у нас есть YouTube-канал? Для того, чтобы ты каждый день имел какое-то духовное питание. Почему мы туда загружаем аудиокниги? Да чтобы ты каждый день, вместо того, чтобы там «Солнце Монако» слушать по радио, чтобы ты это радио загасил, сказал, in the name of Jesus, затухни, заткнись, я больше с тобой не буду общаться. И раз в уши наушники и слушаешь Джорджа Мюллера, к примеру, о том, что он делал вчера, что делал позавчера, там у него прикольные аудиокниги, прям по дням расписано, что происходило изо дня в день. И слушаешь, думаешь, аллилуйя. Ребят, мы для этого всего, мы для этого записываем аудио, видео, мы для этого вам рекомендации какие-то посылаем на книги. Знаете, и когда ты хочешь достигать каких-то духовных целей вместе с Богом, уже сегодня начинаешь что-то делать, чтобы расти в Боге, и чтобы вместе с Богом куда-то двигаться и в чем-то побеждать. Аминь.